Необычный для северного региона урожай клубнику собирает житель Намского района Якутии. Идея начать выращивать южную ягоду пришла Сергею Кривошапкину 4 года назад. Купленная рассада сажается прямо в грунт, и уже через несколько месяцев начинается цветение. Ну, с детства мы хотели всегда, чтобы у нас росла и земляника, и другие плодовые, ягодные культуры. Ну а почему сейчас земляникой занимаюсь? Потому что земляника, она отзывчивая, она первый же год дает сопоставимый урожай с южными регионами и окупает себе. Для агрономов клубника – это особый вид земляники. Фермер собирает урожай в течение нескольких месяцев, вплоть до октября, так как ягода созревает неравномерно. Вот еще цветение продолжается. Вот здесь цветы только появляются. Рядом от клубничных полей находится одно из крупных крестьянских хозяйств по выращиванию картофеля, основного урожая для Намского района. И этот год, в отличие от экзотической ягоды, для крахмального продукта выдался сложным. За лето до августа ни одной капли дождя не было, жара очень сильная стояла. При том, что больше плюс 25 градусов картошка уже не растет. С одного куста в среднем выходит по 5-6 штук картофеля за место 15 прошлогодних, что довольно сильно может отразиться на конечном урожае. Работать необходимо быстро. В ближайшие дни обещали дожди, что может вновь помешать сбору. По ленте главного транспортера картофель попадает на сортировочный стол. Здесь он перебирается от камней и мусора, после чего отправляется в бункер. За день такой комбайн способен собрать около 50 тонн крахмального продукта. В этом году, благодаря усилиям администрации, крестьянским хозяйствам выделили более 1,5 миллиона рублей. Средства в основном идут на кормопроизводство, приобретение техники, изгороди и силосных траншей. По плану в селе Хамагата за сезон должны собрать около 400 тонн урожая. На данный момент собрано около 200. Футон Ларисов, Максим Бурцев, Вести, Саха.